А? 264. Он в феврале этого года лишен. Добрый день. Сколько раз вы уже попадались сотрудникам? Я не с затылком разговариваю, а с лицом. Ну, снимать. Снимаем. Машину можно. Машину можно? А вас нельзя? Фамилия ваша? Дубовки. Моя фамилия Вычужанин. Я знаю. Начальник отдела профилактической деятельности. Я знаю. Как спрофилактировать, чтобы такие, как вы, не садились за руль? Что сделать? Давайте начнем с того. Водительское удостоверение получали вы? Получал. То есть, когда-то пошли в автошколу, отучились, получили водительское удостоверение, правильно? Каких категорий? Ну, какие? Ну, Б, С различные есть. Б и М1 там. Получали права каких категорий? Б, ну какие последние-то? Б, М1. Все понятно. В каком году это было? 2014. То есть стаж у вас водительский с 2014 года, правильно? За этот период сколько раз умудрились за руль сесть в состоянии опьянения? Второй? Второй? Второй за этот год? Вообще. Вообще, первый раз в каком году был? В 14 или 15? 14. 15. В 15 году. Весной, в феврале. Там какое решение принял суд по вам? 1,5 года. 1,5 года лишили. То есть на данный момент вы права управления лишены. Но это абсолютно не помешало вам сесть за руль снова, правильно понимаю? Помешало, но вы же за рулем. Получилось так. Есть какая-то острая, крайняя необходимость? На пожар летели, человека спасать летели. Как вы за рулем так? Может, что-то экстренное случилось, что вам пришлось сесть за руль? Другого выхода не было? Куда направлялись? Направлялись домой. Уже просто как бы к уровню первого класса. На такси можно было делать? Почему? Денег нет. Такси денег нету на оплату штрафа. Сумму штрафа, которая вам может грозить, знаете? Не знаете? Так вот, за повторное управление в состоянии опьянения у нас штраф составляет от 200 до 300 тысяч. Если это перевести в поездки на такси, можно Помните, ездить вот час в времени, правильно? чего заниматься? Взять РОВД. Логично. Конечно, буду, прошу. С детьми ездите, да, иногда? Компрессор, вот. Я говорю, ездите иногда с детьми? Раз кресло стоит. Они сегодня ничего не материалы будут собирать, в течение 10 дней собирают. 5 августа около 16 часов сотрудниками госавтоинспекции на перекрестке улиц 10 лет октября и 9 января города Ижевска был замечен автомобиль ВАЗ-2115, водитель которого неадекватно вел себя в дорожной обстановке, проехал на запрещающий сигнал светофора. Когда сотрудники полиции попытались его остановить и через СГУ высказали свое требование об остановке, водитель это требование проигнорировал, попытался скрыться по улицам 10 лет октября, 9 января. В результате преследования, в ходе преследования был задержан в одном из дворов улицы Холмогорова. Как казалось, водитель в феврале уже лишен права управления транспортными средствами, ранее задерживался в состоянии опьянения, сейчас на момент задержания вновь находился в состоянии опьянения. В отношении водителя будет возбуждено уголовное дело по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса, и в отношении него может быть применена такая мера наказания, как штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательная работа на срок до 480 часов, либо лишение свободы сроком до 2 лет.